Человек – высший продукт земной природы. Но чтобы наслаждаться сокровищами природы, человек должен быть сильным, здоровым и умным. Эта фраза принадлежит русскому и советскому ученому, лауреату Нобелевской премии Ивану Петровичу Павлову. Это программа «Спортивная среда». Смотрите сегодня в выпуске. Казанская академия тенниса принимает первенство России. В столице республики собрались лучшие юноши и девушки страны до 15 лет. При поддержке футбольного клуба «Рубин» в День защиты детей прошел Всероссийский день футбола. Этому проекту РФС уже второй год, и он уже собирает тысячи детей по всей стране. «Стрела Ак-Барс» успешно вышла в полуфинал Кубка России по регби. У казанской команды в этом сезоне есть большие шансы зайти на 3 кубка. Помимо Кубка и Суперкубка России, она может стать еще и чемпионом страны. Гостем студии «Спортивной среды» станет вице-президент Федерации плавания Республики Татарстан, главный тренер Республики Татарстан по плаванию, заслуженный тренер России Кузнецов Алексей Александрович. В Кубке России по регби казанская «Стрела Ак-Барс» в не в самом простом матче смогла обыграть Кузбасский «Металлург» со счетом 28-20. Таким образом, команда JP Nilo стала первым полуфиналистом Кубка страны. Казанцы – действующие обладатели трофея. Следующий соперник, но уже по полуфиналу, станет команда из Красноярска «Красный Яр». Командные виды спорта не покидают окрестности столицы Республики Татарстан. У многих спортивных клубов Казани сезон уже закончился, но только не для регбийного клуба «Стрела Ак-Барс». Действующий обладатель Суперкубка под предводительством JP Nilo приехал в гости к новокузнецкому «Металлургу» в рамках четвертьфинала Кубка России. До начала матча фаворитом в противостоянии была именно казанская команда. Тому свидетельствует турнирное положение в таблице чемпионата России. «Стрела Ак-Барс» на 2-м, «Металлург» на 5-м месте. «Металлург» принимает действующего обладателя трофея «Стрелу Ак-Барс» из Казани. Первым открыть счет по очкам в матче довелось казанцам. Кобус Мараис забивает штрафной по центру. Хозяева поля смогли навязать борьбу и сравняли счет. Но вскоре казанская команда забрала под свой контроль мяч и превратила процент владения в точность реализации атакующих моментов. Давыдов! Это капитан, это Герман Давыдов. Иногда, Гера, лучше вот такие проходы делать, чем говорить. Вы поняли, о чем? Великолепно. Браво! За 7 минут первого тайма казанская команда совершила рывок 17-0. Результативными действиями отметились Степан Хохлов и Герман Давыдов. Говоря о героях первого тайма, нельзя не отметить Мараиса, который забил 2 мяча и еще один штрафной. Но все же концовку подпортило удаление Джереми Джордана, вследствие чего «Металлург» реализовал большинство попыткой Михаила Ратиашвили, сократив отставание в счете. На линии зачетного поля попытка или что? У Вентерова вопрос, why, почему, или вот, я там сейчас не расслышал, но мяч на линии, Умар-то видел и показал, вот, пожалуйста. Он наклонился, специально посмотрел. Надежды болельщиков из Новокузнецка были разрушены в начале второго тайма. Рощин прорвался на скорости в чужую зачетку, а Мараис вновь реализовал штрафной, увеличив отрыв до 15 очков. Удаление Алексея Бурдина в концовке подпортило итоговую статистику. Свои попытки реализовали Денис Тальянов и Даури из Новокузнецка. Но, несмотря на это, «Стрела Ак-Барс» на классе обыгрывает своего оппонента по 1/4 финала. Бьет Мараис в аут, на этом матч завершен. У нас 28-20. Тяжелая игра. «Стрела Ак-Барс» отправляется в полуфинал за 2-м трофеем в этом сезоне. Также впереди борьба и за лидерство в чемпионате. Мы, как болельщики, ждем клубного требла в Казани. Сегодня у нас в гостях вице-президент Федерации плавания Республики Татарстан, заслуженный тренер России, главный тренер сборной команды Республики Татарстан по плаванию Кузнецов Алексей Александрович. Здравствуйте. Добрый день. Давайте поговорим о вас, о вашем ярком тренерском пути. Вы начинали как акваинструктор, а сейчас вы заслуженный тренер России, главный тренер сборной команды Республики Татарстан. Как вам удалось? Каков был ваш путь? Нам очень интересно. Ну, наверное, путь можно рассказать с самого детства, поблагодарить все-таки моих родителей, которые дали меня в данный вид спорта.
проделав этот путь, соответственно, от спортсмена, то есть к данному сейчас главному тренеру, здесь можно сделать некоторые аспекты, то есть моей карьеры. Да, понятно, что сначала это было плавание, все, что моих тренеров хочется поблагодарить, в первую очередь, которые из меня, так скажем, слепили этого пловца, вот, который сейчас на данный период кого-то нет уже в живых, а кто-то, соответственно, сейчас мой коллега, продолжает путь работы в нашей республике. Благодарю, конечно, наше руководство, благодарю руководство Министерства спорта, Федерации, что доверили такое, как главный тренер. Приходится его нести на этих плечах. За мной вся сборная. Сборную приходится поддерживать. То есть это непростое дело, но при этом очень интересное. То есть главный тренер — это по факту не только тренер, который стоит на бортике, это функционер спортивной отрасли нашей. Алексей Александрович, вы на самом деле очень скромно о себе говорите. Мы знаем, что на вашем счету есть воспитанники ваши, которые завоевали главные призы чемпионата России, чемпионата Европы, чемпионата мира. У вас есть призер Олимпийских игр, а вам-то всего лишь 35 лет. Нет предела, конечно, совершенства. Всегда есть цель. Наверное, в спорте, как и всегда, это олимпийское золото. То есть человек, когда завоевывает золото, то за ним надо еще прийти и его утвердить. То есть это второе олимпийское золото. Если посмотреть историю плавания, был сначала 7-кратный у нас олимпийский чемпион, это Марк Спиц, потом его рекорд в медалях и, соответственно, за одни Олимпийские игры с рекордом мира перебил это Майкл Фелпс, все его знают. Но нам приходится стараться расти. Сейчас, на данный период времени, конечно, очень много было построено руководством страны и руководством нашей республики, очень много бассейнов, где также происходит, то есть, воспитание детей. То есть это называется от количества приходить к качеству. То есть если мы забудем про количество, то качества у нас не будет. Вот сейчас на данный день, на данный год, как говорится, это все идет в развитии, и это очень способствует нашему виду спорта. А какие планы на ближайшее будущее? Может, какие-нибудь старты есть важные? Игры БРИКС, начнутся игры БРИКС, где в программе соревнований также есть плавание. То есть, но, соответственно, плавание будет представлять сборные страны, сборная России, только юниорская, то есть до 18 лет. От республики у нас попали 2 спортсменки в состав сборной, потому что состав сборной был урезан теми требованиями, которые были изначально сделаны дирекцией этих игр. Вот, это было всего 20 спортсменов, но в 20 спортсменов у нас попало 2 спортсменки. Это Гилязова Ралина и Дьякова Софья. Слушайте, ну это очень здорово, что наши спортсмены будут представлены на играх БРИКС. Это очень престижно и здорово. Но если смотреть, откатываться назад и смотреть, когда проходили игры БРИКС того же прошлого года, то есть их до прошлого года даже не знали, что есть такие игры. Но зная нашу республику и зная наше руководство, как они любят это делать, профессионально, грамотно предоставлять для спортсменов этот праздник, я думаю, что пройдет на высоком уровне, и игры БРИКС все-таки возьмут новую какую-то планку, новый виток данных соревнований. Это будет намного престижнее соревнований для юниоров и взрослых, соответственно, команд. В некоторых видах спорта участвуют первые сборные команды. То есть, насколько известно, это прыжки в воду, они там выставляют первую сборную команду, также и синхронное плавание. Здесь уже решает руководство федерации, всероссийских федераций, какую команду выставлять. Соответственно, у нас дальнейшее соревнование — это Кубок страны, финал Кубка страны в конце июля будет, и который будет также доотбираться после чемпионата, то есть был отбор на чемпионате России, который прошел в апреле, а финал Кубка России, на игры, соответственно, дружбы, которые пройдут в сентябре месяце этого года. А теперь давайте сделаем паузу в нашей беседе и посмотрим сюжет
о летних играх БРИКС, которые стартуют уже на следующей неделе. Наш спортивный корреспондент Евгений Алмазов вновь провел опрос среди жителей и гостей столицы на тему просвещенности предстоящих игр. Игры БРИКС в одном шаге от своего начала, и главной целью турнира станет укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. А что знают об истории данных игр горожане и гости третьей столицы? Сейчас проверим. Сколько раз проводились игры БРИКС? И варианты ответа: 3 раза, 4, 5, либо же 1 раз. Ну, если честно, я не знаю, наверное, 4 раза. Давайте 4. Я точно не знаю. 1 раз, наверное. 1 раз. Я думаю, 5. 4. 1 раз. 1. Тоже думаю 1. 1, наверное. А вы как считаете? Я думаю, раз 5. Не знаю, мне кажется, 1. Именно эти мероприятия. Я думаю, что 3 раза. 1 раз. И правильный ответ — 5 раз. Игры БРИКС проводились ровно 5 раз. Спортивные игры в Казани станут 6-ми и самыми масштабными за всю историю соревнований. В них примут участие 4751 спортсмен, среди которых будет разыграно 387 комплектов медалей на 16 спортивных объектов столицы Республики Татарстан. Алексей Александрович, как у вас сейчас идет тренерская ваша деятельность? Ну, на данном периоде жизни, соответственно, мы только работаем со спортсменами уже высокого класса. Это кандидат в мастера спорта, мастер спорта международного класса, ну и заслуженные мастера. А с ними у нас идет плодотворная работа по подготовке определенных стартов. А все, что касается детского и юношеского спорта, мы поддерживаем со стороны федерации, наблюдаем за данными детьми, то есть делаем отбор, смотрим, организовываем сборы, пытаемся вывести на какие-то мероприятия, то есть проходит масса культурно-массовых мероприятий, то есть это соревнования, те же самые коммерческие старты, то есть это все на слуху сейчас, мир цифровизации, то есть 21 век. Можно открыть телефон, посмотреть, зайти на сайт, посмотреть все результаты, кто как плывет. То есть динамика намного сейчас интереснее, если наблюдать за тем, что когда наши, так скажем, предки делали. То есть это до нашего века. То есть им было сложнее, было меньше соревнований, меньше было конкуренции. Сейчас это все возрастает. Это очень интересно наблюдать. То есть, опять же таки, возвращаясь к тому, что от количества приходим к качеству. А со скольки лет лучше отдавать ребенка на плавание или в плавание? Смотря как ребенок себя ведет. То есть есть сейчас бассейны, которые даже с 3 месяцев принимают, то есть даже с самого рождения детишек начинают плавать, но это просто для общего развития. Меня в свое время отдали в 6 лет. То есть есть примеры, когда приходят и в 4 года. Но, соответственно, теряется детство, начинают родители давай ходить, и размытая начинается система. Надо смотреть все-таки каждому родителю, как посмотреть, что их ребенок представляет. Но при этом надо присматриваться родителям за своим ребенком, прислушиваться к тренерскому коллективу, то есть что тренер говорит, как ребенок себя ведет, что он делает. Потому что сейчас разнообразия много. Есть персональные тренировки, есть групповые занятия. Бассейнов, повторюсь, в нашей республике достаточно много, и спорт начинает расти в большое русло. Также большую благодарность выразить Поволжскому университету, который также у нас воспитывает будущих тренеров, которые приезжают к нам с других регионов и остаются в нашем родном Татарстане. Это большой плюс. Ну, у нас очень много и объектов в Татарстане, где можно найти себе работу. Все верно, очень много. Даже если вот вы приводили сейчас пример призера Олимпийских игр, да, это Александр Красных, то есть родом из Бугульмы. Никто не понимал, что он из маленького русского, освоенного русского города в республике Татарстан, что он пробьется до призы Олимпийских игр. Здесь всегда нужно смотреть, то есть и должна быть все-таки отчасти где-то преемственность спортсменов. То
Спортсмены могут дорасти до определенного уровня, также тренерский коллектив, но всегда должны поддерживать друг друга. А какие задачи наша федерация ставит перед вами, перед нашими спортсменами? Задача вообще федерации, если рассмотреть, углубиться в документ, то есть устав, где прописано: федерация – это общественная организация, которая влияет на вид спорта, не только на спорт высших достижений, но также и с маленьких детей. То есть это группа начальной подготовки, как раз вот что касается 7-6 лет детишек. А смотреть динамику, мы федерации в позапрошлом году запустили проект наших муниципальных районов, сделали некий срез, посмотрели, в каком районе сколько в бассейны ходят ребят, сколько занимаются, сколько выполняют разряды. То есть некий такой конкурс, переходящий кубок. Федерации очень интересно то, что это развитие по нашему большому Татарстану, смотреть, где какая звездочка появится. И все-таки ее вести, также работать с ними, не отпускать, развивать тренерские кадры, учить тренерские кадры, отправлять на обучение, чтобы у них всегда было развитие. Алексей Александрович, вам огромное спасибо, что нашли время, что пришли к нам в студию. Желаем вам дальнейших результатов, достижений, чтобы наши ребята достойно выступили на играх БРИКС. Спасибо большое. Ну, в конце хочется поблагодарить наших ребят, наших тренеров и, соответственно, спонсоров, которые всегда поддерживают, которые ведут и федерацию, и клуб постоянно только к победе. Спасибо. Ну а мы продолжим говорить о детях. 1 июня отмечался День защиты детей. В этот день было проведено очень много детских мероприятий, в том числе и спортивных. К примеру, 1 июня также отмечается Всероссийский день футбола. В 83 регионах России прошли массовые футбольные фестивали. Тысячи детей по всей стране смогли окунуться в мир большого футбола. А как прошло торжество в Казани, вы узнаете прямо сейчас. Международный день защиты детей и первый день лета также объявлен Днем футбола. Отныне этот праздник будет проводиться ежегодно, 1 июня. По всей России состоялись массовые футбольные фестивали, а именно в 83 регионах страны. Казань также не осталась в стране. Местом притяжения стала база «Рубина» в соцгороде. Президент клуба лично поприветствовал гостей. Добрый день, уважаемые друзья, дорогие гости! Сегодня мы рады видеть вас в нашем доме на базе футбольного клуба «Рубин». Участники мероприятия смогли получить автографы из рук футбольных легенд. Экс-вратаря сборной России Руслана Никматуллина и ветерана «Рубина» Рустема Хузина. Одно из важнейших событий произошло на сцене. Президент Академии Андрей Князев подписал соглашение о сотрудничестве с несколькими казанскими футбольными школами. Таким образом, у большого количества детишек появилась возможность выбиться в большой футбол. Я хочу вам сказать, любите спорт, особенно футбол. Футбол – это радостные эмоции, это командный дух, это огонь в глазах. Дерзайте! Международный день защиты детей мы отмечаем День футбола. Вы большие молодцы, что занимаетесь спортом. Желающих поиграть в футбол, поучаствовать в конкурсах и зарядиться отличным настроением было много. Мероприятие, в котором приняли участие около 1000 детей, а на трибунах за них болели родители. Каждый ребенок получил памятную грамоту и медаль. Все как у настоящих чемпионов. Амир Сабиров, «Спортивная среда». В Казани с 31 мая по 10 июня проходит первенство России по теннису среди юношей и девушек до 15 лет. Сначала прошел отборочный этап, а сейчас теннисисты играют в основной сетке турнира. Погода в городе жаркая, поэтому спортсменам приходится вдвойне непросто. Ежегодно Казанская академия тенниса собирает лучших теннисистов со всей России. В этот раз участвуют юноши и девушки не старше 15 лет. Общее количество всех участников достигает 120 человек из 43 регионов страны. Подготовка у нас проходит ежегодно, то есть у нас все отработано. Федерация тенниса России совместно с Федерацией тенниса Республики Татарстан тщательно готовится к данному турниру для того, чтобы принять спортсменов. Здесь принимают участие лучшие игроки в своей возрастной категории, то есть здесь нет случайных игроков, все игроки мастеровитые.
Вот, соответственно, и матчи будут очень интересные, очень упорные. Вот, будет большой набор страстей. За своими детьми пристально наблюдают самые преданные болельщики, их родители. Когда был маленьким совсем, еще 2,5 года, на пляже замучил всю нашу семью из 5 человек, пока с каждым переиграет. Поэтому, как только ему исполнилось 4 года, я его отдала в секцию тенниса. Цели самые амбициозные. Очень хотим попасть на Ролан-Гаррос взрослый. Поездки по разным турнирам в другие города занимают очень много времени и сил. Но, например, для гостей из Санкт-Петербурга путешествие только в радость. Много где уже были в Москве, в Туле, Ханты-Мансийск, Донской, Белоруссия и в Казани, конечно, тоже. 3-й раз мы здесь уже. Замечательный город, очень уютный, очень красивый. В прошлые свои приезды были в Кремле, все посмотрели. В этот раз планируем посетить зоопарк. Турнир поделен на 3 этапа. Первый – отборочный. Он состоялся в воскресенье 2 июня. По его окончанию победители проходят в групповой этап. Далее все просто. 2 лучших игрока из каждой группы выходят в плей-офф. Он начнется в четверг. А уже в играх на выбывание все решит финал. По плану он состоится в воскресенье. Поэтому всех желающих будут рады видеть в Академии тенниса. За последние 12 лет теннис очень бурно развивается в Республике Татарстан. Это все, наверное, благодаря Универсиаде 2013 года. Вот, у нас в Академии тенниса занимаются не только дети, но и вообще любого разного возраста любители, то есть как в любительских группах, так и просто снимают город и играют. То есть у нас теннис развивается, и это очень радует. Нашу республику представляют Дэвид Валиев, Ярослав Пиганский и Зарина Файзрахманова. Все они состоят в сборной Татарстана. А это уже отличный шанс проявить себя не только на турнирах межрегиональных, но и международных. Даже помимо сестер Кудерметовых, много примеров, как наши теннисистки становились победителями и призерами за пределами страны. Школа там сразу же отошла у меня на 2-й план, потому что нужно было делать выбор, так как у тебя ежедневные тренировки, 3-4 тренировки в день как минимум, там у тебя есть время на сон, поесть и заново ехать на тренировку. На сегодняшний день нет никаких проблем, так как теннис развит действительно хорошо, есть все условия для детей, чтобы они играли, занимались, главное, чтобы у детей было желание. Раньше такого не было. Раньше была проблема найти теннисный корт, купить инвентарь. С этим супер трудные проблемы, были сложности. А сейчас нет. Самое главное, чтобы было желание и у родителей, и у ребенка, а там уже можно заиграть. Азалия Бадигеева представляла Татарстан во многих европейских странах. Участница Международной женской теннисной ассоциации WTA и ITF. По окончанию своей спортивной карьеры занялась тренерством. Сейчас передает свой опыт как будущим профессионалам, так и любителям. Тем, кто так же, как когда-то она, влюбился в этот вид спорта. Мы должны добавить кисть. Да, вот здесь хорошо. У тебя мячик вот сюда сел, ты его туда провожаешь, толкаешь. И обязательно делаем завершение на плечо. Да, класс. Но что касаемо женского тенниса, это, конечно же, грациозность, эстетика, изящность, но в то же время это очень цепкий вид спорта, без сильного характера, такого теркого, здесь ничего не получится. В теннисе на самом деле много навыков, то есть это стабильность, мастерство, это концентрация, выносливость, много факторов, как и в любом виде спорта, конечно. Так как меня отправили с 4 лет на теннисный корт, я ни капельки не пожалела, но сейчас самое, наверное, оптимальное это 6-7 лет, пускай они немножечко подрастут, окрепнут, чтобы гораздо им интереснее, они уже будут понимать, что от них хотят. Теннис действительно очень энергозатратный вид спорта. В нем задействованы все группы мышц. Он требует выносливости и хорошей координации, а также тактического мышления. Вполне справедливо видеть этот вид спорта на играх БРИКС, которые, напомним, совсем скоро стартуют в Казани. Амир Сабиров, Богдан Авдонин, «Спортивная среда». Спортивные события республики и прошедших 7 дней уже в истории. Занимайтесь спортом и смотрите нас на следующей неделе. С вами была Наиля Сайфутдинова. Всем пока!